Здравствуйте, друзья! Чулым-чулым, всем привет! Прямо сейчас в прямом эфире телеканала «Юрган» А в переводе с коми «Юрган» означает «звучный». мы даем старт 21-му, третьему дистанционному международному конкурсу юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Наш эфир можно смотреть на официальном YouTube-канале и в группе конкурса ВКонтакте, а также в группе Юргана ВКонтакте. В этом году конкурс пройдет в заочном формате с 20 ноября по 20 декабря. В жанре академического вокала сразятся участники в возрасте от 9 до 21 года включительно. Прием заявок только-только завершился, и сегодня в прямом эфире мы узнаем о географии конкурса и о количестве участников. А еще мы пообщаемся с людьми, причастными к конкурсу, познакомимся с членами жюри разных лет, услышим и увидим их выступления на мировых сценах. Выйдем на прямую связь с Нью-Йорком, Цюрихом, Флоренцией, Москвой, Зальцбургом, Владивостоком, Шанхаем, Санкт-Петербургом и Красноярском. Посмотрим видео приветствий из разных уголков мира от друзей и лауреатов конкурса. И, что немаловажно, проведем конкурс комментариев для вас, наши телезрители. Начинайте писать уже сейчас в группе конкурса ВКонтакте. Приз за самый интересный комментарий – билет на финальный концерт проекта «Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Юбилейный транзит 2019-2021». Москва, 21 декабря. Это дата финального концерта. Плюс победителю будет оплачен авиабилет до Москвы и обратно. Это очень круто, и за такой приз непременно стоит побороться. Друзья, заходите прямо сейчас в группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии. Группу ВКонтакте у самого конкурса. Ольга Александровна Сосновская скоро к нам присоединится, а сейчас в Театре оперы и балета Республики Коми идет генеральная репетиция «Пиковой дамы». До репетиции мы успели взять небольшое интервью. Посмотрим. Добрый день, дорогие конкурсанты, дорогие уважаемые члены жюри, все участники нашего замечательного конкурса, международного конкурса юных вокалистов. Вы знаете, артист, он подневольный человек. Он должен быть там, где ему приказало руководство, где требует искусства. И в данный момент, когда начинается прямая трансляция нашего открытия, торжественного открытия нашего конкурса, к сожалению, я пока еще нахожусь в Театре оперы и балета, потому что мы готовим премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама», где я играю роль гувернантки. И вот сейчас я выйду на сцену, отпою свое ариозо и бегом-бегом на телевидение. И буду с вами до конца передачи. До встречи, мои дорогие. Вот вынуждена немножко задержаться здесь. В нашей студии прямо сейчас находится человек, который в далеком 1992 году подписал постановление о создании конкурса. Это Александр Попов. В то время мэр НТ, а сейчас депутат Госсовета Республики Коми. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Помните ли вы, как все начиналось? Да, вы знаете, помню. Это была идея Александра Дмитриевича Подушка, преподавателя вокала, руководителя Интинского хора ветеранов. Он ее высказал там в музыкальном сообществе. Ко мне с этой идеей пришла Лидия Сергеевна Козыбина, руководитель отдела культуры. И меня сразу захватила эта идея организовать в Инте конкурс на приз Ольги Сосновской, потому что Ольга наша, интинка, любимая артистка. Но, конечно, я не предполагал себе, что этот конкурс достигнет такого размаха, такого масштаба. И, знаете, вот приятно осознавать, что когда-то в твоей жизни было событие, которое вышло на такую орбиту. Ваша подпись имела огромное важное значение в жизни теперь такого популярного и масштабного конкурса. Спасибо. Это очень здорово. Вам за это огромное спасибо. Да. Пока мы ждем, когда к нам в студии присоединится Ольга Александровна, предлагаю посмотреть ее концертный номер.
Прекрасное выступление. Александр Николаевич, продолжаем разговор. Вот скажите, пожалуйста, в те времена как много появлялось интересных творческих проектов? Ну, Инта город с богатыми культурными традициями. Была, есть и будет. И новые проекты рождались. И они были интересными, звучными. Если говорить о самых главных, Вот самые яркие воспоминания. ну вот это все-таки конкурс на приз Ольги Сосновской. Это открытие школы-студии танцев «Ювента» под руководством Осипа Михайловича Катербарга. И это, конечно, Терепкор, праздник «Быстроногий олень», День оленевода. Вот они все рождались в период там, с 93 по 97 год. В 96-м еще был затеян конкурс, и который сегодня живой, «Серебряная копытца» для маленьких интинцев. С 2001 года он стал открытым. Ну, сейчас вот просто ковидное время, не все конкурсы можно проводить, но тем не менее все эти начавшиеся тогда традиции, они поддерживаются. Александр Николаевич, у нас есть для вас сюрприз. Скажите, помните ли вы первый конкурс, самый первый? Ну, безусловно, помню. Ну, наверное, уже не в деталях. Все-таки это было 28 лет назад. Вот, кстати, нам прислал свой видеопривет обладатель приза зрительских симпатий первого конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской Михаил Журков. Ну, Заслуженный Мишу помним. артист Республики Коми, лауреат премии правительства Республики Коми, лауреат международных конкурсов. Михаил сейчас живет в Чебоксарах, и он солист Чувашской государственного театра оперы и балета. Давайте посмотрим его видеопривет. С удовольствием.
Я приветствую всех участников конкурса юных вокалистов на приз Ольги Александровны Сосновской. Меня зовут Михаил Журков. Я являюсь обладателем самого первого приза зрительских симпатий в 1993 году. Сейчас я действующий оперный певец, ведущий мастер оперной сцены, а ныне солист Чувашского государственного театра оперы и балета. Я желаю всем участникам, всем организаторам, всем педагогам большой удачи, успехов ваших подопечных. Ребята, стремитесь к своей мечте, дерзайте, несмотря ни на что. Александр Николаевич, помните этого парня? Конечно. Ну, я помню его и по Инте, и по первому конкурсу. Он учился в 9-й школе. А сколько лет ему было на тот момент? Примерно, может, класс? Ну, я не помню, 13-15. Да, но он был как бы не младшей То есть группы. вы его помните с тех времен, он на тот Да, момент уже да, был да. настолько ярким исполнителем? Ну, он яркий по жизни. Да. Слушайте, как здорово, когда молодые, талантливые ребята из республики теперь по всему миру, по всей России радуют своим талантом. Все благодаря конкурсу. Да, Здорово. я думаю, Александр Николаевич, вы гордитесь вашими талантами, которые везде теперь у нас не только по России, но и за рубежом. Ну, это безусловно. Конечно, когда встречаешь любого интинца за пределами республики, радуешься ему как родному. Да. А когда этот человек творческий, талантливый, то эта радость, она многократно увеличивается. Поэтому, конечно, и всем удачи интинцам, которые сегодня в разных точках планеты себя проявляют. Александр Николаевич, спасибо вам, во-первых, за то важное решение о подписании этих документов, Да. за вашу поддержку, за то, что вы сегодня с нами разделяете этот ответственный момент. Спасибо за интервью, было очень приятно пообщаться. Ну а прямо сейчас мы немножечко окунемся в историю самого конкурса. Инта, 1993 год. Музыкальная общественность предлагает учредить детский конкурс имени Ольги Сосновской. Молодая солистка театра оперы и балета республики родилась и выросла в этом приполярном городе. В первые годы в вокальном состязании участвуют малыши до 6 лет. Затем появляется еще одна возрастная категория. Стремительно расширяется география конкурсантов. Это особенно заметно после 1998 года, когда за дело берется продюсерский центр Владимира Юрковского. В 2008 конкурс меняет прописку, переезжает из Инты в Сыктывкар. Постепенно усиливается состав жюри. Организаторы приглашают профессиональных педагогов-вокалистов, музыкантов, композиторов не только из разных городов России, но и стран мира. Доброй традицией становится проведение концерта членов жюри на открытии конкурса, тематические семинары, мастер-классы. Усложняется конкурсная программа участников, повышается уровень и качество выступлений. Во-первых, очень высокий уровень требований. Потому что программа составлена очень умно, видно очень, что это составлял человек, который сам поет. И очень высокий уровень участников. То есть просто такие фантастические голоса, не знаешь, откуда они такие поцелованные Богом народились. С 2012 года организаторы вводят 4 возрастные категории. Возраст вокалистов от 9 до 20 лет. Теперь в конкурсе участвуют не только дети из музыкальных и общеобразовательных школ, но и студенты колледжей и консерваторий. Формируется денежный призовой фонд. В 2013-м конкурс впервые проводят за пределами Коми в Красноярске и Петрозаводске. С 2018 года возрастной ценз участников увеличивают до 21 года, а сам проект становится победителем в конкурсе президентских грантов. Это сделано мастерски, это сделано очень профессионально. Концерт закрытия, который шел почти 3 часа, это удовольствие. Это классная организация церемонии награждения. И самое главное, что это замечательные, действительно замечательные ребята. То, о чем говорили все члены жюри. В 2019-м некоммерческий фонд «Классика и современность» получает 2 больших гранта – президентский и Министерство культуры России.
И в рамках столетия Коми организаторы берутся за долгосрочный проект – международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской «Юбилейный транзит 2019-2021». В условиях пандемии вокальное состязание претерпевает серьезные изменения. Конкурс проводят в дистанционном формате. Напоминаем, что в течение двухчасового эфира мы собираем комментарии в группе конкурса ВКонтакте. Ольга Сосновская сама лично выберет автора самого интересного текста. Ну а победитель получит авиабилет на финальный концерт проекта в Москве 21 декабря. В зале имени Рахманинова на сцену выйдут лучшие исполнители конкурса, будущие звезды мировой оперной сцены. Ну что, Артемий, давай Да, прочтем? есть комментарии. Ирина Самар пишет: какой суперприз огненный. 3 огненных смайлика. Анна Фатехова пишет: в восторге, спасибо. И букет цветов прилагается. Оксана Иващук: прекрасная и любимая Оленька. Друзья Ольги Александровны всегда поддерживают ее во всем. Ну что ж, вот такие комментарии, друзья мои, но пишите больше, вкладывайте во всю душу, и у вас будет возможность улететь в Москву на финальный концерт проекта. Да, ну что ж, друзья, а прямо сейчас мы пока налаживаем связь со Швейцарией, Цюрих. С нами выйдет на связь Светлана Афонина, которая неоднократно входила в состав жюри конкурса. Лауреат международных конкурсов, солистка европейских театров, кастинг-директор и художественный руководитель международных оперных фестивалей и ассоциаций Светлана Афонина. Пока мы не наладили связь, мы с удовольствием посмотрим творческий номер от Светланы Афониной.
Ну что ж, и прямо сейчас с нами на прямой связи Швейцария, Цюрих, Светлана Афонина непосредственно. Светлана Ивановна, здравствуйте, как нас слышно? Здравствуйте, слышу вас прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. А в каком прекрасном месте вы находитесь? Где вы? Я нахожусь в швейцарских Альпийских горах. Вот Ох, это какая да. красота! И я стою раздетая на улице, как вы видите, без еще тепло. У нас такого здесь не получится, потому что в республике Коми минус 20 градусов. Но уже потеплело, можно раздеваться. Приглашаю всех к себе. С большим Обязательно. удовольствием. Принимайте нас. Вот в конце эфира мы выбираемся к вам. Светлана Ивановна, есть к вам один вопрос. Вот как вы считаете, насколько этот конкурс важен для молодых исполнителей? Очень важен. Вы знаете, что очень много молодых людей, которые участвовали на конкурсе, определили свой жизненный путь или в направлении оперного искусства, или в направлении вообще искусства, или в направлении актерского искусства. Вы знаете, они себя чувствуют, они чувствуют свои силы, они пробуют себя, и это дает очень большие результаты. Вот сегодня как раз вечером я буду смотреть трансляцию моего студента, моего, так сказать, ученика с самых первых его шагов, Йонас Юд. Он принимал участие в конкурсе Ольги Сосновской и получил гран-при. И сегодня он проходит конкурс, я могу это наблюдать, в компьютере live в Metropolitan Opera. Я сегодня очень взволнована. То есть он туда сейчас как бы устраивается? Да, он сейчас, это такой знаменитый конкурс, он проходит много туров, и вот этот тур, который сейчас, сегодня вечером я смогу с ним участвовать, так сказать, присутствовать онлайн. Это решит его судьбу в дальнейшем, его трудовой деятельности? Да, и он уже очень много работает, он продолжает сейчас обучение в Америке, в оперной студии университета Йейль, и приглашен уже на очень много продукций, и участвовал и летом, и постоянно, и очень много спел спектаклей в Италии, так что его карьера развивается очень хорошо, и я вам скажу, что если бы не участие в конкурсе Ольги Сосновской, то он бы не стал певцом. Это для него было переломным моментом. Так здорово это осознавать, что благодаря конкурсу открываются юные и красивые звезды. Светлана Ивановна, скажите, сложно ли работать дистанционно? Оценивать ребят по видео? Да, да. Скажу честно, очень сложно. И мы относимся очень серьезно к этому. Хорошо, что нас много членов жюри. И я могу сказать только о себе, что я просматриваю несколько раз. И для меня есть первый момент, когда я их оцениваю, певцов, так сказать, первое впечатление, как они артистичны, как звучит голос, какое качество голоса. Потом я прослушиваю еще раз и распределяю их по группам, и в каждой группе опять распределяю их, пока не выставлю определенный балл. Очень трудно. А как долго этот процесс может вас занимать? Извините, не слышно вас. Как было. долго вы можете вот этот процесс отлаживать? Оценки? Оценки, ну, я работаю над каждым. Если так в целом взять, ну, у меня занимает 100% каждый около получаса. Светлана Ивановна, спасибо вам большое за интервью, спасибо за ваш такой кропотливый труд. Да. Ждите нас в Цюрихе, мы скоро к вам приедем. И плодотворной работы. Мы вас ждем, и я всем желаю успехов, здоровья и вдохновения. Спасибо Всего вам. хорошего. Всего доброго. Адиш летеч. До свидания. Все. В течение эфира мы планируем связаться с Нью-Йорком, Флоренцией и Москвой.
А сейчас давайте поприветствуем в студии почетного деятеля искусств Республики Коми, лауреата международного конкурса и организатора конкурса, ну, пожалуй, самого главного организатора конкурса на приз Ольги Сосновской, Владимира Юрковского. Ну что ж, Давайте переместимся. переместимся к Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович. Уже поджидает нас. Да. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие телезрители, онлайн-зрители. Участники конкурса, я уверен, что очень многие сейчас как раз у экранов своих мониторов, телевизоров, и мне вдвойне приятно быть сегодня здесь в студии. Владимир Иванович, прежде чем окунемся в историю конкурса, хотелось бы задать вам вопрос про сегодняшний конкурс. Есть ли какая-то статистика? Сколько стран принимает участие? Какое количество участников? Потому что только вчера буквально закончился. Да. Вчера был последний день приема заявок. Их достаточно много. Я сейчас точные цифры не скажу, потому что успели обработка требует много времени. Поэтому могу сказать, это более 130 заявок из 8 стран мира. Я вот для себя специально записал. Безусловно, это Россия, это зарубежные страны. Китай, Германия, Италия, Нидерланды, Литва, Беларусь. То есть наша география пополнилась списком еще новых стран. Прекрасно. Слушайте, ну и успехов, и дальнейшего развития. Мы пытаемся использовать любые возможности для того, чтобы расширить географию. И в этом плане, конечно, онлайн-формат, который не самый лучший для конкурсантов, вообще для нас, для всех, и Светлана Ивановна только что об этом сказала, но он хотя бы позволяет принять участие юным вокалистам из самых дальних уголков мира. Что тоже хорошо. Да. Все-таки давайте к истокам. Владимир Иванович, помните ли вы, или, может, подскажете, знаете, чья идея была увести конкурс в Сыктывкар из Инты? Может быть, кто-то был против? Конечно, интинцы не хотели, чтобы конкурс переезжал в Сыктывкар, но это были вполне объективные причины, потому что конкурс разрастался, было очень много участников, потом транспортная схема все-таки удобнее для участников, это приехать в Сыктывкар, и мы пошли именно этим путем, исходя из этих обстоятельств. Для удобства других? Да, конечно, да. И мы благодарны от всей души нашей гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юлия Алексеевича Спиридонова, которая приняла нас. И, собственно говоря, конкурс сейчас имеет прописку именно по этому адресу гимназии искусств при главе Республики Коми. Это было для нас, конечно, очень смелый шаг, но, как вы видите, весь наш путь за все эти годы – это постоянное движение вперед, какие-то эксперименты, какие-то новые проекты, новые формы проведения конкурса. Поэтому, может быть, забегая вперед, предугадывая ваш следующий вопрос, что нового мы делаем в этом конкурсе, ну, сразу скажу смело, что вот таких концертов членов жюри до сегодняшнего дня, во всяком случае, я не знаю, никто никогда никакой конкурс не проводил. С 2005 года наш конкурс входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России. Это тоже наше большое достижение. Наверное, на сегодняшний день, опять же, если говорить за эти 28 лет, наш конкурс самый стабильный из всех конкурсов в России. То есть стабильно раз в 2 года он проходит в Республике Коми. Ну, а благодаря Фонду президентских грантов Министерства культуры Российской Федерации наш конкурс теперь и может выезжать. И опять же наше достижение – мы единственный путешествующий конкурс. Вот как. Очень... Вот, Владимир Иванович, Александр Николаевич нам по секрету признался, что он не ожидал, что конкурс будет такой масштабный. А вы, видимо, прямо на это были нацелены. Это было задачей вашей? Наша задача всегда развиваться. Каждый раз, глядя на проделанную работу, мы делаем, так скажем, обобщающие выводы и думаем, чем еще мы можем увеличить, чем еще мы можем заинтересовать участников.
Именно поэтому мы проводим различные конкурсы в рамках нашего конкурса. Специально для педагогов, для концертмейстеров мы проводим курсы повышения квалификации. Причем, насколько мне известно, это тоже единственная практика нашего конкурса для всей России. Уникальность. Очень много таких моментов, чтобы людям было интересно принимать участие. Мы в обязательном порядке, Оленька, она всегда просит, требует, да, настаивает, чтобы члены жюри при прослушивании, там, видеозаписи или когда вот живьем проходит конкурсное прослушивание, чтобы они подробно записывали те замечания, которые у них, которые они видят. Те плюсы и минусы у участников, у конкурсантов. Для чего это? Это нужно в первую очередь, опять же, для них. Потому что, безусловно, всегда есть обиженные. Кому-то кажется, что мой ребенок самый талантливый, а вы его обижаете. Вот почему он не стал там лауреатом там, и так далее. Он там лауреат многочисленных других конкурсов, а вашего нет. Как так? Но именно поэтому у нас очень представительное жюри. Именно поэтому члены жюри записывают эти все нюансы. И после конкурса мы всегда проводим обсуждение результатов конкурса. То есть даже вот сейчас в онлайн-формате у нас в обязательном порядке 16 декабря будет обсуждение результатов, когда члены жюри расскажут, почему, что и как. Когда мы проводим конкурс в очном формате, то это индивидуальные консультации. Очень много интересного. Давайте, кстати говоря, о членах жюри. Продолжим знакомство с мэтрами. Член жюри многочисленных конкурсов Ольга Бундер, Эстония, Таллин. Создатель и художественный руководитель клуба русского романса в Таллине. Учредитель, председатель оргкомитета и жюри международного конкурса исполнителей старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине. Давайте посмотрим ее видео выступление. Давайте. Я роняю в тишине.
такое прекрасное выступление. Владимир Иванович, скажите, вы часто бываете в Таллине? Ну, должен признаться, что я в Таллине бываю редко. А вот Вот Ольга Александровна бывает там каждый год. Почему? Потому что она как раз член жюри вот тех конкурсов, о которых сейчас было сказано здесь. Конкурс старинного русского романса в Таллине и член жюри конкурса молодых вокалистов в Кохлоярве. Ну, сейчас из-за пандемии вот 2 года мы пропускаем эти конкурсы, но тем не менее. Поэтому, конечно же, в Эстонии у нас очень много друзей, очень много знакомых, и некоторые члены жюри нашего конкурса, такие, например, как Сергей Зайцев, он тоже член жюри эстонских конкурсов. Поэтому у нас очень теплые и дружеские отношения. С кем еще из членов жюри вы общаетесь близко? Ну, во-первых, даже трудно сказать, с кем мы не общаемся. Наверное, это может быть с теми, кто вот недавно вошел в нашу обойму, так скажем. Это очень дружная команда, и мы потом уже не расстаемся никогда. Мне кажется, вы практически как семья потом становитесь. Да, безусловно. Мы очень любим наших членов жюри, мы их пестуем, оберегаем, мы живем в общей жизни, не покидая, продолжая вот связь и вне конкурсных мероприятий. И это прекрасно. Да. Свое видео поздравления нам шлет солистка Большого театра. Между прочим, наша землячка Ольга Селиверстова. В 2002 году она стала обладателем гран-при конкурса на приз Ольги Сосновской. Смотрим. Дорогие участники, я желаю вам успехов и удачи в этом прекрасном конкурсе. Когда-то я была на вашем месте и также волновалась перед выходом на сцену. Сегодня у меня спектакль в Большом театре, и я продолжаю волноваться, но я хочу вам напомнить, что самое главное, ради чего мы выходим на сцену, это дарить нашим зрителям тепло. Я желаю вам подарить тепло и частичку вашей души вашим зрителям. Удачи, а я пошла на сцену. Кстати, Ольга несколько лет пела в парижской Гранд-Опера, а сегодня она солистка уже Большого театра. Что мы и могли видеть на ее видеоприветствии, дорогие наши молодые участники, юные вокалисты, это то, что вас ждет в будущем. Для этого вам нужно усердно работать, выступать, конечно же, стремиться к самым высоким высотам, как бы это ни звучало. Итак, у нас есть комментарии, которые мы можем сейчас с вами услышать. Наталья Кузнецова. Поздравляю всех с торжественным открытием конкурса. Всем удачи! Спасибо большое, Наталья. Лариса Кузнецова. Обожаю вас и ваш конкурс, потому что обожаю красивую музыку. Вот так вот. Елена Чернова пишет: замечательный конкурс. Высококвалифицированное жюри. Спасибо за возможность участвовать, за внимание к нашим детям, за высокие оценки и теплые отношения. Ждем с нетерпением встречи в очном формате. Спасибо всем организаторам, всем удачи, успехов. Видимо, пишет родители участников. Да, мы очень большое внимание тоже уделяем родителям. Для нас важно, чтобы они приняли самое активное участие в становлении юных певцов, потому что без их поддержки, наверное, молодым будет очень сложно. Но есть еще одни мамы у этих вокалистов, их педагоги. И члены жюри наши практически все педагоги. Да. Итак, Владимир Иванович, есть у нас небольшой такой легкий, где-то шуточный, где-то каверзный блиц для вас. Это такой сюрприз для Так, я вас. к нему не готовился, поэтому... Все очень просто, элементарные вопросы. Будем надеяться. Отвечать нужно быстро и... Да, нет или что? И не задумываясь. Где-то отвечать, а где-то выбирать. Хорошо, ладно. Итак, сколько лет конкурсу? 28. 28. В каком году конкурс впервые провели в Сыктывкаре? В 2008. Угу. В каком году был первый дистанционный? В 20-м. Именно так. Из этой студии мы вели прямую трансляцию гала-концерта конкурса. Вот. А сколько членов жюри в этом конкурсе? Сегодня? Да. Вот в этом, в 8, но, очевидно, будет 9. Сейчас мы еще... интересно. Мы тоже готовим сюрпризы. Хорошо. А сколько их было всего за все время?
Ой, вы знаете, у нас есть буклет, юбилейный буклет, когда конкурсу исполнилось 25 лет. Сейчас мы готовим очередной юбилейный буклет. В нем у нас огромный список членов жюри. Прямо по годам. Их более 60, а сегодня, наверное, уже почти 80 человек. Ого. Потому что последний конкурс у нас было 12 членов жюри Вот в дистанционном это да. конкурсе. Вот это да. Итак, выбираем. Балет или опера? Опера. Опера или мюзикл? Мюзикл. Ладно. Мюзикл или оперетта? Оперетта. Потому что, я признаюсь, когда-то в газетах писали, наша Ирина Самар даже назвала меня королем оперетты, и это была правда. Я жалею о тех годах, потому что я до сих пор мечтаю выйти на сцену в каком-нибудь спектакле. Это обязательно произойдет. Обязательно. Чайковский или Верди? Верди. Мгм. Хворостовский или Паваротти? Я же тенор, Паваротти. Хорошо. Игорь Крутой или Михаил Герцман? Игорь Крутой. Игорь Крутой. И последний вопрос. Монсеррат Кабалье или Ольга Сосновская? Смотря что ставить на чашу весов. Монсеррат Кабалье – божественный голос, понимаете? Тут сравнивать нельзя. При всей моей любви к Оленьке, да, Нужно выбирать. но выбирать все равно я выберу, естественно, Ольгу Сосновскую. Здорово. Ой. Ну что ж, думаю, блиц-опрос прошел замечательно. Спасибо, я Владимир надеюсь. Иванович, вы справились, даем вам оценку 5. Хорошо, то есть авиабилет у меня есть? Есть Нет, к сожалению, надежда. даем только за комментарий, Владимир А, за Иванович. комментарий? Поэтому берите прямо сейчас телефон в руки, заходите в группу конкурса ВКонтакте и комментируйте. Это я к вам обращаюсь, Владимир Иванович. Ну что ж, а мы продолжаем знакомиться с членами жюри конкурса. Сергей Зайцев, Москва, заслуженный артист России, режиссер, педагог, лауреат Гран-при международного конкурса исполнителей старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине. Смотрим его выступление. Как грустно, туманно кругом, тосклив и безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, больше любить, ямщик, не гони лошадей. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь, а память мой злой властелин все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Все было лишь ложь и обман. Прощай и мечты, и покой, а боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
зрители, к сожалению, не слышали, как здесь тоже пел Владимир Иванович. А Да. мы слышали. А мы слышали, да. Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям и пользователям сети ВКонтакте, что за лучший комментарий вы можете получить авиабилет на финальный концерт проекта 21 декабря в Рахманинском зале в Москве и насладиться этим прекрасным зрелищем. Владимир Иванович, прямо сейчас нам передаст видео-привет Алексей Юрковский. Вот такая фамилия, очень звучная, такая знакомая. Что-то знакомое. Да. Да, Алексей Юрковский, наш сын, сегодня учится в Питерской консерватории. Это наша гордость и наша надежда. Он лауреат международных конкурсов. Последний конкурс, который он выиграл, ну, наверное, он сам, может быть, об этом скажет в своем видеоприветствии. Ну, Я, к сожалению, не видел его. Конкурс Георгия Свиридова проходил. Он должен был пройти в очном формате в Курске, прошел в заочном формате. И буквально вот 2 дня назад объявили его результаты, и он завоевал 3-е место. При том, что 1-го места никто не занял. Ого. У него на самом деле очень большие перспективы, и мы надеемся, что он сможет стать великим певцом. Надеемся, что он покорит весь мир. Владимир Иванович, спасибо вам большое прощаемся. за ваш труд и за то, что вы открываете новые таланты не только у нас здесь, в республике, в России и за По рубежом. всему миру. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, и за друзья. сына отдельное Да. спасибо. Да. Удачи всем. Удачи, друзья. Ну что ж, смотрим выступление Алексея Юрковского. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Юрковский. И я уже когда-то стал лауреатом конкурса на приз Ольги Сосновской. И вот на сегодняшний день я продолжаю, все так же участвую в конкурсах, расту профессионально. Сейчас я являюсь студентом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсака в городе Санкт-Петербург. И я хочу сказать, что конкурс на приз Ольги Сосновской был для меня самым первым в моем становлении на вокальном пути. В дальнейшем когда-нибудь обязательно, надеюсь, карьеры. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам успехов на этом конкурсе. Будьте профессионалами. Даже если вы только начали, старайтесь показать все максимально правильно, то, как вас учил ваш замечательный педагог. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый наш конкурс – это словно испытание, словно еще один экзамен с членами жюри, но который точно так же, на котором есть не просто оценка 4 или 5, а точно так же есть еще такой, знаете, соревновательный дух. И это помогает нам, мотивирует нас и закаляет. Если вы думаете, что в жюри исключительно вокалисты, то ошибаетесь. Знакомьтесь, в составе жюри 2008 года был талантливый пианист из Норвегии Торгер Кине Солсвик, город Берген. Концертмейстер, преподаватель и репетитор, обладатель многочисленных грантов за исполнение норвежской фортепианной музыки. Прямо сейчас мы услышим и даже увидим его волшебное выступление.
Среди членов жюри наш земляк Владимир Ванеев, уроженец села Обьячево Прилузского района. Самой большой мечтой его когда-то было стать директором Дома культуры села Обьячево. Ну а вот сейчас же Владимир Ванеев, народный артист России, заведующий вокальной кафедрой Санкт-Петербургской консерватории, профессор вокальной кафедры Института Герцена, вокальный педагог Высшей школы оперной подготовки Мариинского театра и, что самое важное для нас, солист Мариинского театра. Думал ли тогда Владимир Ванеев, что станет таким человеком? Кстати, возможно, до сих пор его мечтой остается директор Дома культуры. Но прямо сейчас Владимир Ванеев с нами на связи. Давайте же посмотрим. Уважаемые участники конкурса, шлю вам большой и дружеский привет из Мариинского театра «Приморская сцена, город Владивосток». Судьба актера-певца такова, что большее количество времени он проводит на гастролях. И вот меня судьба забросила в славный приморский город Владивосток. Что мне вам пожелать? Терпения, трудолюбия. Вам предстоит очень большой творческий путь. И, конечно же, за это время вам придется не раз радоваться, разочаровываться, опять радоваться, верить в себя, иногда думать, что мне этого больше не надо. Я очень надеюсь, что вы все вытерпите, и у вас сложится замечательная большая карьера. Будьте здоровы и карьеры, карьеры, карьеры. Наверняка вы сразу впечатлились голосом этого мудрого старца. Бас-баритон Владимира покоряет сердца, и прямо сейчас посмотрим его выступление. Cortigiani, vil razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per loro sconviene, ma mi avvia impagabil tesor. La rendete o seppur diservata, questa man per l'ancora cruenta, nulla in terra più l'uomo
друзья, наши зрители, мы напоминаем вам о конкурсе. Самый интересный, самый искренний комментарий будет отмечен. Победитель в подарок получит авиабилет на финальный концерт проекта, который состоится 21 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории. Скоро мы еще раз прочтем ваши комментарии, поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну а прямо сейчас на прямой связи с нашей студией солнечная Италия. Маэстро Симоне Мария Марциали, дирижер, концертмейстер, коуч по вокалу, директор агентства «Мюзикас» во Флоренции и его прекрасная супруга Полина, кстати, тоже певица из России. Здравствуйте! Да, на фоне нашего театра, вот такой Прекрасно. современной постройки. Как он называется? Наш театр называется Театро Маggio Musicale. Как это прекрасно звучит. Повторяйте это почаще. Будьте добры, маэстро нам не видно, виден его глаз. Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Вы говорите по-русски? Но. Понимает, но немножко. Придется отвечать на вопросы, заданные на русском языке. Итак, вопрос такой. Как вы познакомились с конкурсом на приз Ольги Сосновской? Trovando su internet, perché amo tantissimo la Russia e ho sentito parlare di questo concorso molto Благодаря importante. интернету, так как он очень влюблен в Россию, очень часто следит за конкурсами и фестивалями, проходившими в России, поэтому он так и нашел этот конкурс. Именно благодаря интернету. Ho contattato Vladimir. И да, связался с Владимиром, и он пригласил его уже в состав жюри. E sono entrato a far parte della famiglia. Он теперь стал частью этого конкурса, он считает себя именно частью семьи этого конкурса. Замечательно. Мы очень рады принять вас в нашу дружную семью. А вопрос следующий. Слушают ли итальянцы русскую музыку? И какую? Ascoltano gli italiani musica e quali? Sì, assolutamente. Rachmaninoff, i concerti di Rachmaninoff, le arie di Rachmaninoff. Обязательно, конечно, особенно Рахманинов, романсы, Рахманинова, концерты, симфонические концерты для фортепиано. E anche da voi si scoprono tante arie della tradizione italiana che ho scoperto proprio frequentando i concorsi in Russia e frequentando la Russia. И даже слушая очень многих певцов конкурса, он узнал для себя очень много итальянской музыки, которая до этого для него была неизвестна. Вот это да. Вот Да, это удивительно. Все усердие не зря все-таки. Скажите, есть ли какие-то заметные отличия школы академического вокала России и Италии? Allora, le differenze sono che è un altro tipo di tecnica, proprio tecnicamente, diciamo che noi abbiamo un canto più in maschera e la tecnica russa è un po' più di testa, diciamo, la grande differenza, la russa e la nostra repubblica. Да, отличается именно технически. Punto qual è? Punto, è maschera. Russo? Italiano. В Италии более пользуются маской, более как бы собранное пение, а в России обучают больше Un po' più di testa. больше головного звука Una ищут potenza del suono. Per и cercare la potenza del suono. мощность звука. E Больше noi в России la уделяют tecnica, этому внимание. la tecnica del bel canto italiano è una tecnica, diciamo, che privilegia il bel suono, la bella linea melodica. Не зря в итальянском языке красивое пение называется bel canto, поэтому в Италии этому очень tщательно учат и обращают на это очень внимание. Invece anche per come sono fatte le opere russe ci vuole molta più potenza, quindi è nata questo tipo di tecnica Я думаю, per что cercare più potenza да, в del suono. России изучают вокал совсем с другой точки зрения, так как русская музыка, особенно русские оперы,
в них вот звучит такая мощь, да, сила. Мощь, Поэтому звук да. должен быть более такой насыщенный. Русская мощь отражается и в вокале в том числе, конечно. Спасибо вам большое за беседу. Приезжайте теперь к нам в Коми. У нас есть зимние забавы. И как раз послушайте и наши Коми народные песни. Спасибо. Это был маэстро Симон и Мария Марцали, его супруга Полина. Спасибо вам большое. Спасибо вам, всего доброго. Итак, у нас есть комментарии, которые вновь поступают. Юлия Серебренникова. Сначала показалось, что Ольга Бундер поет сразу два голоса. Но вот так концертмейстер, браво исполнителям, вот это профессионализм. Регина Фатехова. О, как жаль, что меня нет. Ох, как бы я хотела оказаться сейчас там, рядом с вами, впечатляться и восхищаться выступлениями уважаемых жюри. Честно, нам бы тоже хотелось это видеть воочию, вживую, потому что впечатление невероятное. Ну и коротенькие комментарии Данила Кураева. Вы лучшие! Спасибо большое. Ну что ж, а мы с удовольствием представляем члена жюри 2019 года Людмилу Шаляпину. Город Новосибирск. Заслуженная артистка России, доцент кафедры сольного пения Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пуще конь из распущенной гривой с бубенцами умчат меня вдаль. Пусть ямщик свою песню протянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет. Так зачем же, зачем горевать? Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Звон бубенщиков трепетно может воскресить позабытую тень, мою русскую душу стревожить и встряхнуть мою русскую лень. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Вокруг расстелился Свое поздравление организаторам и участникам конкурса передает министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, я приветствую вас на 21-м международном конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурс юных вокалистов – это настоящий праздник для всех тех, кто поистине влюблен в музыкальное искусство. На протяжении 28 лет конкурс активно развивается, растет авторитет и престиж, неуклонно расширяется география, увеличивается количество участников. Я выражаю безграничную благодарность всем причастным, участникам, организаторам, концертмейстерам, преподавателям и родителям за невероятный вклад в развитие конкурса. Отдельно благодарю Ольгу Александровну за ее непостижимый труд и искреннее стремление открывать новые таланты и делиться своим бесценным опытом с юными артистами. Благодаря вам и вашей команде
у молодых исполнителей есть уникальная возможность заявить о себе на большой сцене, перенять мастерство у артистов мирового уровня, пообщаться со сверстниками и найти единомышленников. Дорогие участники, желаю вам прекрасных выступлений, творческого полета и ярких эмоций. Уверена, что конкурс подарит всем нам счастливую возможность еще раз прикоснуться к красоте вокальной музыки. В добрый путь! Друзья, мы уже говорили, что география конкурса огромна, и те вокалисты, которые когда-то были лауреатами, сейчас они работают в лучших театрах мира. И сейчас на связи Нью-Йорк, наш земляк из Печоры. Алексей Лавров, солист Метрополитен-опера, член жюри предыдущего конкурса на приз Ольги Сосновской. Разница между нами во времени – минус 8 часов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, добрый день, мне доброе утро. Расскажите, который у вас сейчас час? Ну вот, минус 8 и минус 3 на улице. Минус 3 на улице? Да, всего минус 3. Приближайтесь практически к нам. Да, расскажите, вот где вы сейчас находитесь? Театр Метрополитен-опера, вот, пожалуйста. Это Family Circle называется, самый верхний этаж, ярус. Я сюда забрался, потому что здесь нет людей, и можно говорить. За мной Линкольн-центр, Плаза, площадь Линкольн-центра. Там известнейший фонтан. А слева от меня это Сити-опера, это второй театр в Нью-Йорке, оперный. А справа филармония. Прекрасно. У вас были большие... Там Бродвей, там такси гоняют. Привет Бродвею. Да, на Дерибасовской опять идут дожди. Алексей, большие вынужденные каникулы были у театра. Вы вернулись в работу. Над чем сейчас работаете? Что репетируете? Я Турандот закончил сейчас. На данный момент у меня до 3 декабря здесь секрет. Я не разглашаю. Но какая-то военная тайна получается. Естественно. Вся жизнь военная тайна. Вот она, жизнь профессионального вокалиста. Расскажите об опыте работы в жюри в конкурсе на приз Ольги Сосновской. Ну, для меня большая честь. Во-первых, для меня это было очень важно, как для артиста. С другой стороны, сесть и посмотреть, как я бы ценил самого бы себя, находясь по ту сторону в жюри. И спасибо Оле, спасибо конкурсу Владимиру Ивановичу за такую возможность. Ну и плюс я, естественно, вернулся в республику в каком-то другом качестве. Для меня важно возвращаться, я вот с Еленой Красильниковой говорил, для меня важно возвращаться каждый раз в другом качестве. В качестве, когда я чувствую, что я вырос, что я что-то приобрел, и я этим могу поделиться. Тогда я могу вернуться. Вот. Поэтому в этот раз меня нет. Ну ничего, мы, значит, в скором времени ждем вас. Вы, кстати... как говорил мой папа, не факт. Вы, кстати, именно тот пример мальчишки из глубинки, из провинциального города, который достиг таких высот, таких результатов. Теперь солист Метрополитен-опера. Какие будут наставления, пожелания молодым участникам конкурса? Ребят, успех – это такая вещь, к которой надо быть готовым. Если вы готовы к успеху, вы его получите. И вы его получите как наказание, если вы к нему не готовы. Поэтому успех – это и поощрение, и наказание. К нему нужно готовиться каждый день. Встал, заправь кровать – это уже успех. Встал, почисти зубы – это тоже успех. Маленькие успехи. Ребята, вставайте перед зеркалом, анализируйте самого себя прям под микроскопом. И для меня очень важно сказать это, я хотел это сказать, я скажу. Ребят, чем раньше вы оперитесь, чем раньше вы поймете, что ваш голос – это ваш голос, и никому его нельзя доверять, кроме самого себя, чем раньше вы начнете сами себя уметь анализировать, тем быстрее у вас будут шансы достичь этого успеха, который и поощрение, и наказание. Закрутил-то как? Да? А что касается конкурса, ребят, есть у нас великий мыслитель Маргулан Сейсимбай, он из Казахстана, очень классный дядька. Я советую всем в YouTube все у него посмотреть, все, что у него есть, он просто потрясающий. Он бизнесмен, он миллиардер, но и в то же время великий мыслитель. Так вот, этот человек говорит, что путь к успеху лежит через 10 провалов. То есть, чем больше провалов, тем ближе к успеху.
Поэтому наслаждайтесь провалами, делайте выводы. И если вы совершили какую-то ошибку на сцене, там, да, что-то у вас не получилось, обязательно совершите ее еще раз, чтобы закрепить, чтобы туда больше не возвращаться. Золотые слова истины из уст Алексея Лаврова, за что огромное ему спасибо. И ждем вас в Коми. Обязательно. Я надеюсь, в конце не Е, а И. Да. И ждем вас в Коми. А прямо сейчас смотрим выступление Алексея Лаврова. Spasibo. Пока. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quell'occhio io cadea. Io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi V'Antonio, che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto giova un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. Non ben che il fantasio ei posseder dovrà, vedrò per man d'amore unito un filo oggetto che me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. Vedrò che bel che io desio e posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unito un filo oggetto che me destò un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, 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 vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. Oh, tu lasciarti in pace, non fu questo contento, tu non nascesti pace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar.
Артемий, предлагаю почитать, что нам пишут зрители в группе конкурса ВКонтакте. С удовольствием. Оксана Иващук пишет: огромная работа предстоит жюри и участникам конкурса. Жюри желают получить наслаждение от исполнения, а участникам желают чистого голоса и естественности на сцене. Ирина Самар. Прекрасные выступления членов жюри в рамках конкурса. Светлана Афонина в Сыктывкаре, Сергей Зайцев в Краснодаре. Слушать их можно бесконечно. Данил Кураев. Конкурс лучший. Желаю всем удачи. Ну, видимо, кратко сестра таланта. Регина Фатехова. Но все теперь только на экране. Удачи всем конкурсантам. Победы лучшим, здоровья и процветания организаторам. Обожаю ваш конкурс. Здорово. Артемий, может быть, кто-нибудь еще хочет передать нам привет? Не кто-нибудь, а Анастасия Зайцева из Австрии, Зальцбург. Лауреат конкурса на приз Ольги Сосновской 2018 года. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Зайцева. И я являюсь лауреатом 2018 года конкурса на приз Ольги Сосновской. А также являюсь студенткой консерватории Моцартеум уже как 3-й год. Знаете, я думаю, каждому конкурсанту знакомо это чувство, когда ты стоишь на сцене и волнение берет вверх. Так вот, могу вам сказать, что мое волнение не пропало, но уменьшилось впервые именно на сцене этого конкурса, потому что ты начинаешь чувствовать себя как дома. Ты много учишься, и мастер-классы замечательных членов жюри дают себе силы идти вперед. Так вот, дерзайте, верьте в себя, и ваши мечты обязательно сбудутся. С любовью из Зальцбурга. Конкурс профессиональный, членов жюри очень много, и вот уж тем более за почти 30-летнюю историю. И каждый раз состав жюри пополняется исполнителями самого высокого уровня. Представляем члена жюри нынешнего конкурса Марина Шутова. Между прочим, это одна из первых учениц Елены Образцовой. Заслуженная артистка России, лауреат международного конкурса вокалистов имени Глинки, лауреат международного конкурса вокалистов имени Марии Каллас. Смотрим.
Не прекращаются видео-привет из разных уголков мира, потому что конкурс оставляет после себя только самые теплые впечатления и настоящих друзей. Смотрим видео из Шанхая от Мин Хун, проректора Института музыки Шанхайского педагогического университета. Она была членом жюри конкурса в 2014 году. Дорогие конкурсанты, я желаю всем вам удачи, вдохновения и победы. Сегодня мы видели в нашем эфире выступление Марины Шутовой, ученицы легендарной Елены Образцовой. А вот наш следующий член жюри 2021 года был концертмейстером, партнером по концертной деятельности Елены Образцовой. Он получил благодарность от администрации президента России за высокое профессиональное мастерство. Это заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания Анатолий Кузнецов. Мы посмотрим отрывок из его мастер-класса с предыдущего конкурса в Краснодаре. Будет интересно. У меня впечатления самые теплые, потому что, вы знаете, всегда волнуешься, ведь это очень сложно. И вот я понимаю людей, которые вот и певцы, и мы, и всегда очень готовишься, потому что надо очень осторожно, никого не обидеть, никого не оскорбить, очень в мягкой форме предложить какие-то свои мысли из своего опыта. А куда вы так торопитесь в конце? Да? Нет, вообще. А вот здесь? А что-то... Всегда хочется сыграть быстрее и пойти, да? Очень приятно, что здесь люди, они очень хорошо воспринимают. Прекрасно восприняли, тут же все делают. Так здорово. Это вот первый раз так у меня, что некоторые в штыки говорят, нет, не хотим. А вот тут все очень доброжелательные, слава богу, что так. У вас написано подвижно, да? Мне кажется, что это быстровато. Роман же, он очень вот возвышенный. Он вообще то, что нельзя потрогать руками, да? Вот смотрите, не должно быть конкретики. Та-та-ти-та-ти-та-та-та-та. Такой другой звучок. Попробуйте чуть-чуть. Вот видите, у вас по две. О, лучше. Можно секунду? Я вот просто не знаю этой тональности. Это у вас какая-то другая, да? Я вообще беру вот эту первую нотку, другую, потому что первый палец, он всегда пимс, да, он не дает такого воздуха. Да. Понимаете, да? И она сразу начинает пианиссимо петь красиво. А если вы делаете... Бугается. Если вы только что включили нашу трансляцию, вы смотрите прямой эфир с онлайн-концертом членов жюри 21-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Большая часть выступлений уже позади, но зато впереди нас ждет определение победителя конкурса для зрителей, который оставляет свои комментарии в группе конкурса ВКонтакте. Автор самого интересного текста сможет посетить финальный концерт проекта в Москве 21 декабря в Рахманинском зале. Ну и ему еще платят авиабилеты туда и обратно. Ну а вы можете поучаствовать в выборе претендентов на приз зрительских симпатий самого конкурса на официальном YouTube-канале. Наши зрители уже соскучились по вокальным номерам, поэтому не будем их томить и представим члена жюри. Заслуженного артиста России, народного артиста Самарской области, лауреата международных конкурсов Василия Святкина.
Так мы напоминаем о конкурсе комментариев с прекрасным призом. И вот претенденты на победу. Алексей Козырев. Доброго вечера всем организаторам и участникам конкурса. Удачи и процветания. Спасибо, Алексей. Юлия Кураева. Я очень большая фанатка академического вокала и вашего конкурса. Уважаемые жюри заставляют меня восхищаться своим мастерством, профессионализмом и предстоящим кропотливым трудом. Хочу пожелать удачи, терпения, вдохновения всем участникам. Елена Чернова. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Слова из классики. Классный формат открытия конкурса. Ведущие пальцы вверх. Ура! Спасибо за это отдельно. Ну что ж, у нас в гостях сюрприз. Да, Долгожданный сюрприз. Долгожданный. Да. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Откуда вы к нам? Ну как откуда? Из театра, оперы и балета, естественно. Как прошла репетиция? Сегодня сдача, завтра премьера, поэтому все как на спектакле. Все в костюмах, в гриме, поэтому сами представляете, как мне быстро-быстро пришлось переодеться. Но мы Привести себя в порядок. Мы ожидали вас в гриме. Ну, можно сказать, половина грима я оставила. Все самое прекрасное. Могу даже показать. Видите, вот у меня здесь черные волосы. Ага, некогда было уже отмываться. Потому что у нас пиковая дама идет в черно-белых цветах. Интересно. Всех приглашаю завтра. Да. Обязательно придем. Ольга Александровна, что вы ожидаете от этого конкурса? Ну, я, как всегда, ожидаю, конечно же, что мы откроем новые оперные звезды. Потому что каждый конкурс, знаете, я поражаюсь тому, насколько талантливая молодежь. Вот просто потрясающе. В прошлый раз, вы сами знаете, у нас такая Екатерина Бегунович получила первый гран-при нашего конкурса. И также была потрясающая девушка из Прибалтики. И я удивилась, насколько они чувствительные, как они, понимаете, вот не все взрослые чувствуют так музыку, не так ведут к антилену взрослые, а юные, они доводят нас до мурашек. И, конечно, сложно осудить по видео, но даже по видео идет вот какая-то энергетика. Понимаете, это что-то такое удивительное, что не передать и не пересказать, ну, сами понимаете. Знаете, юность — это ведь пора любви, может быть, они вот в этом состоянии как раз-таки и умеют передать. Как вам сказать, вот, допустим, жанр романса, мне кажется, конечно, он всегда удается более зрелым, которые уже пережили какие-то там муки или радости, или наоборот, да. И вот когда 16-летняя девушка из Кемерово, там, или из Новосибирска, я помню, когда мы были в Красноярске, пела народную песню так, что мы все плакали, все члены жюри просто рыдали, понимаете? Вот это да. Вот это дорогого стоит. Ольга Александровна, предлагаем посмотреть еще одно выступление лауреата международных конкурсов, доцента кафедры оперного пения Национальной музыкальной академии имени Чайковского, народного артиста Украины, солиста Национальной оперы Украины Игоря Барко. Прямо сейчас смотрим его выступление. С удовольствием. Sempre la macchina del sacro viso,
Браво, браво. Ольга Александровна, хочется спросить, вот вы же всех просматриваете столько лет, вот запоминаются ребята или уже потом могут стираться в памяти? Ну, конечно, такое количество, как 177 человек, невозможно запомнить всех. Уже они потом перепутываются. По крайней мере, ты помнишь, может быть, сам голос, но не помнишь, откуда, какое имя и так далее. Но самые яркие, конечно, ну, вот Виктор Скоробродов, извините меня, прошлый наш гран-при, это 10-летний мальчик, который уложил нас просто на лопатки, и мы ему... И он звезда, действительно звезда везде по России. А вот эмоционально тяжело находить тех самых звездочек среди такого большого количества? Вы знаете, участников? очень тяжело, когда много талантливых, тяжело отодвигать их, потому что невозможно разделить премии. И меня всегда это так, я стараюсь, ну давайте какой-то спецприз дадим, давайте что-то еще, давайте характеристику куда-то, ходатайство, чтобы приняли в консерватории или куда-то еще, да. Хочется всем помочь. Хочется, да? всем нет, всем не хочется. Вот, но иногда хочется действительно помочь, когда плохое выступление, и ты понимаешь, что просто у человека, ну, не повезло или с педагогом, или его не так ведут, и вот тогда они приходят к нам на мастер-классы, даже по видео, по скайпу, и вот несколько каких-то советов. Вот поэтому... Ольга Александровна, у нас есть еще одно выступление. Представляем вашему вниманию члена жюри Веру Баранову, Красноярск. Заслуженная артистка России, почетный работник культуры Кузбасса, лауреат международного конкурса, ведущая солистка Красноярского государственного театра оперы и балета, профессор, зав. Кафедрой сольного пения и оперной подготовки Красноярского института искусств имени Хворостовского. Смотрим.
Ольга Александровна, вы с такой любовью, с такой нежностью смотрели выступление. Знаем, что партия Виолетты для вас близка по духу и вашему сердцу. Одна из самых моих любимых партий. Действительно, она мне удавалась, и зритель отмечал именно вот мое исполнение. Мне было очень приятно. Очень жаль, что мы не услышали в студии. Вот, например, Владимир Иванович нам поспел. Я думаю, что мы обязательно сделаем еще с вами это. Хорошо. Напоминаю, что еще считанные секунды остаются нашего конкурса комментариев. Есть некоторые комментарии. Ксения Белоткач, большое спасибо за прекрасный концерт. Спасибо, что поддерживаете, смотрите. Елена Архипова, конкурс юных вокалистов – это высший класс. Мы от всей души спешим поздравить вас. Вокалисты вам покажут свой талант. Ждем высоких результатов. Очень любим вас. Такие приятные люди нас окружают. Дмитрий Алексеев, знакомый нам человек. Желаю удачи жюри и всем конкурсантам. Горжусь, что являюсь лауреатом данного конкурса в Санкт-Петербурге в 2019 году. Владимир Иванович, Ольга Александровна и вся команда конкурса делают большое и очень нужное дело для развития академического пения. Елена Чернова, вот добавили с комментариев буквально сейчас. Ты любишь музыку, а тебе нравится дышать? Из фильма «Это очень забавная история». Это про всех участников конкурса, талантливых и живущих музыкой. Галина Ширяева. Дорогие Ольга Александровна и Владимир Иванович, молодцы вы необыкновенные. Никакие препятствия сегодня, эта пандемия, не охладят вашего творческого пыла. Всем участникам конкурса удачи! Здорово. Вот они. Все, это были последние комментарии на сегодня. Вам нужно будет определиться с нашим победителем. Прямо сейчас? Пока вы будете определяться, мы с вами посмотрим видео «Привет», который передает ученица Веры Павловны, Екатерина Бегунович. Кстати, она взяла гран-при конкурса 2021 года в Краснодаре. А сейчас Екатерина студентка Красноярского института искусств имени Хворостовского. Смотрим. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Бегунович. Я участница международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской и обладатель гран-при 2021 года. Я учусь в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского на кафедре сольного пения и оперной подготовки по классу Веры Павловны Барановой. Сейчас я нахожусь возле памятника Дмитрия Александровича и хочу пожелать всем конкурсантам успехов, вдохновения и рвения к победе. Итак, на этом концерт членов жюри, онлайн-концерт членов жюри завершился. Но нужно отметить еще одного человека. Татьяна Смелкова, город Санкт-Петербург. Татьяна Дмитриевна – почетный профессор и заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, заслуженный работник культуры России, почетный работник высшего профессионального образования. И она тоже является членом жюри. Итак, вы услышали и увидели выступление, работу маэстро вокального искусства и академической музыки. Именно эти люди оценивали и будут оценивать молодых перспективных ребят, которые участвуют в международном конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Именно они дают дорогу молодым талантам на самые большие сцены по всему миру. Да, их работа в нынешнем конкурсе только начинается. Впереди два сложнейших отбора, два тура, определение лауреатов и гран-при. Мы держим за них кулачки, за членов жюри очень переживаем. Работа сложная, но мы в них верим и знаем, что они справятся с поставленными задачами. Ну что ж, я думаю, и нам пора подвести итоги конкурса нашего для зрителей. Да? Кто же у нас станет победителем? Ольга Александровна, назовете имя победителя? Назову. Победителя конкурса на приз Ольги Сосновской сразу. Вы знаете, очень много интересных комментариев, но вот как бы я люблю, когда любят оперу, когда фанатично любят оперу и академических вокалистов. И признаются в этом. Да. Например, так сделала Юлия Кураева. Ура! Поздравляем! Напоминаем комментарий. Я очень большая фанатка академического вокала и вашего конкурса. Уважаемые жюри заставляют меня восхищаться своим мастерством, профессионализмом и предстоящим кропотливым трудом. Хочу пожелать удачи, терпения, вдохновения участникам. Все очень точно, все очень правильно сказано. И мы поздравляем Юлию, потому что теперь она сможет 21 декабря посетить финальный
концерт проекта, воочию насладиться этим зрелищем, увидеть мэтров, увидеть участников, звезд оперной сцены. И ей даже не нужно будет платить за авиабилет. Юлия, пишите в комментарии, в сообщениях группы Ольги Александровны Сосновской. Свои координаты. Да, свои координаты, выходите с нами на связь. Мы вас поздравляем еще раз. Ура! Это очень приятный приз. Ну что ж, это было открытие 21-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурса, который открывает дорогу в большой мир, на большую сцену для юных талантливых вокалистов. Для них все только начинается. Мы хотим пожелать им удачи, успеха, терпения, внутренних сил и огромной поддержки от их родных, близких, родителей, педагогов и всех, кто окружает. Все у вас получится. Ольга Александровна, пару слов от вас. А мне хочется пожелать нашему конкурсу многие-многие лета, чтобы он жил вечно, чтобы всегда дети, юноши, девушки любили петь, потому что это действительно дар Божий, это те люди, поцелованные Богом в темечко. Темечко. Да, и, конечно же, я хотела бы сейчас пожелать ангела-хранителя нашему конкурсу и спеть для вас «Аве Марию». Это такой, знаете, шедевр Качини, который будет жить тоже вечно. Ведь это, не знаю, в каком 15-м, по-моему, веке было написано, и до сих пор эта музыка вечна. Мы попросим вас С на удовольствием. нашу сцену. Следите за конкурсом на официальном YouTube-канале и в социальных медиа конкурса и будьте в теме. Выбирайте победителя на приз зрительских симпатий. Все это в ваших силах. Ну что ж, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока.